Одна из тем для русских пропагандистов. Это была карта, которую увидели у вас в кабинете. Мои коллеги опубликовали. Ну, как вам реакция российской пропаганды, российских журналистов на эту карту? Двоякая. Во-первых, объясню вам почему. Эта карта появилась примерно в период, точно не помню, между 5 и 7 марта 2022 года. И она уже не раз появлялась. Это та же карта, это не ее копия, не обновление, это та же карта. Она всегда лежит у меня на рабочем столе, поэтому немножко такая заезженная, как говорится, потому что многие брали в руки, там, смотрели, карандашом что-то рисовали, поэтому. Широким маркером. Это я использовал маркер. Потому, еще раз вам говорю, эта карта уже появлялась. И тогда реакция россиян, прежде всего россиян, очень резко отличалась от той, которая появилась сейчас. Во-первых, они так не особо обратили на это внимание. И все их эксперты тогда сказали, ну, это какой-нибудь там бред. Они, хочу напомнить, в то время стояли под Киевом. Сейчас мы покажем здесь. Киев уже почти взяли. Украине конец, там им конец и так далее. А потом они об этом забыли. И ваши коллеги-журналисты просто вот напомнили, как говорится, об этом. А сейчас реакция совсем иная. У них шок. Не шок, а ужас. Страх перед пониманием действительности. Они понимают, что это действительно их будущее. Вот почему тот ролик, который разошелся очень, где на интервью Скабеева вообще молчит, а господин эксперт. Я очень много смотрел его выступлений. Ну, мы как разведорган должны это все просматривать. Он абсолютно, он враг, но он компетентный, в принципе, человек. И сейчас его объяснения были действительно, в нашем понимании, абсолютно правильны. Он сказал дословно, что это большой риск для нас, это то, что вы нам приготовили. И нужно серьезно думать, что с этим делать. Но единственное здесь, что я должен сказать, комментируя это не то, что мы им подготовили, это то, до чего они себя довели. Это действительно их будущее. Более того, они об этом знают. Ну, вот мы можем понимать, что они осознают потенциальные будущие риски. В России много совершенно неглупых людей. Там все равно есть научные учреждения, все это научно прорабатывающее, моделирующее, прогнозирующее, занимающееся этим изучением. И они знают, что это действительно их будущее. Определенное там количество людей верит, что оно будет как-то иначе. Другие верят, что можно в принципе сохранить единство Российской Федерации, изменив ее на конфедерацию или дав права субъектам Федерации, такие, как должны быть и у Федерации. Как Соединенные Штаты, в принципе. Все живут под единым руководством, однако по своим правилам. Такого же в России нет. Ни один руководитель края не избирается, там все назначаются. Эта федерация только условно. На самом деле они живут преимущественно как унитарное государство, если посмотреть на то, что у них сейчас. Но все понимают, что это будущее реально, и оно будет либо официально разделено, либо будет неофициально, просто под влиянием. Но результат один и тот же. А что вы имеете в виду неофициально? Официальный сценарий понятен. Протекторат. Чей? Там все запечатлено. Смотрите в карту, там есть все ответы. Ладно.